Почему в Таджикистане преступники остаются безнаказанными? Подписывайтесь на обновления и будете в курсе всего самого важного. Родные 25-летней Умеды Абдуалимовой, жительницы Нурека, которая покончила жизнь самоубийством, утверждают, что она решилась на крайний шаг, не выдержав притеснений со стороны мужа и свекрови. Однако виновные в ее смерти остались безнаказанными. Этот трагический случай произошел в марте прошлого года. Муж Умеды и его родственники не принимают обвинения в свой адрес. Правоохранительные органы заявили, что расследование этого дела до сих пор продолжается. Судьба Умеды с Зиядула Абдулоевым из Турсунзаде состоялась 3 года назад в России. Вместе они прожили 2 года. В марте прошлого года Умеда, уже проживая в Таджикистане, наложила на себя руки. Ее мать Аиша Абдуалимова говорит, что жизнь Умеды стала невыносимой после того, как она вернулась из России и поселилась в доме свекрови. Через год после свадьбы зять отправил мою дочь к своим родителям в Таджикистан, пояснила она. По словам собеседницы, ее дочь училась в Таджикском национальном университете по президентской квоте, но взяла академический отпуск и уехала к ней в Россию, где и познакомилась со своим будущим мужем. Свекровь с первых же дней не признала мою дочь. В их доме начались скандалы. Мне позвонили и сказали, чтобы я забрала свою дочь. Зиядула Абдулоев, муж Умеды, опровергает это и говорит, что проблем во взаимоотношениях с женой у него не было. Наоборот, он обвиняет свою тещу в том, что она вмешивалась в их жизнь. Она находилась под давлением матери, и у нее было 2 выбора: либо мать, либо муж. Ее мать постоянно говорила, что самое главное, ты вышла замуж с достоинством, а теперь разводись, зачем тебе это? Она только и твердила о разводе. На самом деле у нас не было никаких проблем, сказал он. Один из собеседников в прокуратуре Нурека сообщил на анонимных условиях, что по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование ведется по статье 109 «Самоубийство» Уголовного кодекса Республики Таджикистан. По его словам, необходимо время, чтобы завершить расследование и выяснить, что толкнуло молодую женщину на самоубийство. Родственники Умеды Абдуалимовой сетуют, что расследование дела слишком затянулось. А как вы относитесь к такой ситуации и к такому длительному сроку расследования? А суициды молодых женщин в Таджикистане являются актуальной темой на протяжении многих лет. Несмотря на то, что власти и духовенство осуждают самоубийство, ежегодно несколько человек решают свести счеты с жизнью. Социолог Барно Султонова считает, что самоубийство – это не выход из проблемы. Единственный выход – борьба. Поэтому наши женщины должны быть разумными и не принимать таких трагических решений сгоряча. Нужно приободрять их, понять их боль и показать выход из ситуации, сказала она. По официальным данным, в 2021 году в Таджикистане было зарегистрировано 518 случаев суицида и попыток к самоубийству. Комитет по работе по делам женщин и семьи заявляет, что основными причинами суицида являются домашнее насилие, затяжная миграция мужей и отцов, нестабильное материальное положение. По словам экспертов, убийства и самоубийства женщин в стране часто происходят в результате домашнего насилия. Во многих случаях правоохранительные органы возбуждают уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Но не все уголовные дела доходят до суда. Нередко расследование прекращается из-за того, что у наложившей на себя руки женщины якобы выявляют психическое заболевание. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, почему эта проблема существует и как ее можно решить? У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!